Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Зараз ми будемо говорити про таку дуже цікаву тему. Особисто я її дуже сильно люблю. Сьогодні, 21 лютого, Міжнародне свято ООН – День рідної мови. І тому ми вирішили сьогодні говорити, звісно, про кримсько-татарську мову і запросили до нашої студії гостя, члена Меджлісу Гаяну Юксель. Доброго ранку. Здравствуйте. Салям алейкум. Алейкум салям. Гаяна Ханума, скажіть, будь ласка, всі дуже багато говорили, така хвиля розмов була, звісно, там не пов'язана, не стільки точніше пов'язана саме з кримсько-татарською мовою, коли приймався новий закон про освіту, зокрема, коли тривали дискусії на тему того, якою мовою нацменшини мають право навчатися і так далі, кількість годин і таке інше. Ну, тобто, все, що я зрозуміла з того всього конфлікту, діалогу і проблеми, те, що кожна національна громада має право впливати на кількість годин, власне, якою вчаться діти. Яка ситуація от наразі у нас з кримсько-татарською мовою? От що ви можете про це розповісти? Да, ну я бы хотела начать с того, что крымские татары – это не национальное меньшинство, а коренной народ Крыма и коренной народ Украины. Что касается вопроса об образовании, то вопрос языка, сохранения родного языка и его развития стоял всегда очень остро в Крыму, и сейчас эта проблема продолжает оставаться актуальной. Что касается нового закона об образовании, который был принят в конце прошлого года, вы знаете, что были бурные дискуссии. Это достаточно инновационный закон. Он полностью меняет систему образования в Украине, подходы, предлагает альтернативы для обучающихся, потому что там есть разные формы образования, не только традиционные, через которые мы все проходили. Что касается языка, то наиболее бурные дискуссии вызвало обсуждение обучения языков. Ну, в законе они обозначены как нацменьшины, но, конечно же, мы не принимаем это определение. И там говорилось о том, что образование на национальном языке ведется до 5 класса, а дальше уже только на украинском языке. Вот этот момент, конечно, очень такой серьезный, и необходим совсем другой подход для того, чтобы развивать крымско-татарскую речь. С другой стороны, на материковой Украине, к сожалению, нет классов и специализированных учебных заведений, где крымско-татарский язык бы преподавался. В прошлом году был открыт крымско-татарский класс в Новоалексеевской средней школе. Это было такое достаточно серьезное мероприятие. Туда приехали политики, приехали те, кто поддерживал, в частности, представители Литвы тоже участвовали в этом проекте. Вот. Но сама проблема как таковая остается актуальной. Насколько я сейчас владею ситуацией, крымско-татарский язык на материковой Украине преподается в качестве факультативов в отдельных объединениях. Есть вот такая общественная организация Крымайлис. Они преподают крымско-татарский язык в субботу, воскресенье, в среду проходят у них занятия. Есть еще попытки нашей молодежи, скажем так, оживить крымско-татарский язык в игровой форме. Буквально вот на прошлой неделе они провели такой, я не знаю, квест это или флешмоб, или активити, но целый день они разговаривали только на крымско-татарском языке и играли на крымско-татарском языке. И это все попытки развивать и сохранять родной язык. От стосовно цих спроб, тому що зрозуміло, там на законодавчому рівні саме у школах організувати цей процес, там навіть те, що ви зазначили, навчання після 5 класу ведеться вже українською, до того все ж таки має місце там от кримсько-татарська мова. Ми всі прекрасно розуміємо, що це настільки комплексне питання, тобто ми потребуємо книжок кримсько-татарською мовою, правильно, потребуємо там, не знаю, освітніх програм і все таке інше. Тобто наскільки зараз ми готові, власне, це все, я не знаю, забезпечити. Тобто є реально, є якесь видавництво, яке видає нові книжки кримсько-татарською мовою, підручники и так далее. Вы знаете, все эти вопросы решаются. Единственное, что нужно, желание и ответственные лица, которые бы этим занимались. Если будет основа для того, чтобы заниматься этим вопросом, то все эти вопросы решаются. Они же решались, когда мы находились в Крыму. Да, это было в недостаточной мере. Да, это было с такими, скажем, спорными ситуациями, потому что
вопросы были и в грамматике, и в орфографии, но тем не менее учебники публиковались и переводились на крымско-татарский язык специализированные предметы, такие как химия, физика, не только язык, не только история, не только литература. Готовились и такие учебники, и были преподаватели, которые этим вопросом занимаются. Главное, что, на мой взгляд, здесь необходимо, это определение ответственных лиц и желание этим вопросом заниматься, а все остальное решается. В Меджлисе по вопросам образования был назначен такой активист, правозащитник, ветеран национального движения, как Синавер Кадыров. И, собственно говоря, наверное, у него можно более подробно спросить ситуацию, связанную з нашим образованием. Скажіть, будь ласка, ну, знову ж таки, я розумію, що це не надто до вас питання, але тим не менш, от наскільки, тому що все ж таки ви дотичні до того, ви більше в темі і всередині цієї ситуації, те, як реально ставиться українська влада зараз, нині діюча, до цих питань, зокрема мовного питання. Ми всі прекрасно і дуже багато чуємо про створення там кримсько-татарської автономії, що всі нібито з розпростертими обіймами чекають і готові це зробити. Тим не менш, ну, ми розуміємо, що є певні практичні питання, навіть питання там от видавництва тих самих книжок. І ми прекрасно розуміємо, що якщо зануритись в якісь ще інші аспекти, їх також дуже багато. Тобто я кажу про практику, про реальне якесь запровадження, про популяризацію. Тому що я особисто, от я працюю на кримсько-татарському телеканалі. Я знаю, наприклад, що є Кримський дім і що там безкоштовно можна вивчати кримсько-татарську мову, там проводяться безкоштовні курси і їх хвалять. Але цього не знають мої там однолітки, які журналісти, які працюють на інших каналах. Тобто, напевно, що тут має бути якийсь інститут влади, який все ж таки задіяний в цій популяризації. Чи совершенно верно вы говорите. Я еще раз говорю, что здесь для решения этого вопроса необходима политическая воля и практическая реализация. Политическая воля – это поддержка министерства, поддержка наших депутатов для того, чтобы этот вопрос решался. То есть, ну, буквально говоря, если уже мы говорим о практике, в Министерстве образования должен быть назначен ответственный человек, ответственная персона, да, за этот вопрос, который этот вопрос должен на разных уровнях поднимать и решать. Для начала, на мой взгляд, должен быть проведен мониторинг ситуации, вообще оценка реальности. Дальше предложен комплекс мер или заходов, да, для того, чтобы этот вопрос решать. Все, что касается практической реализации, это все выполнимо. Вот вы говорите, вы слышали о том, наверняка вы этим специализированно не интересовались, но если бы вы задались таким вопросом или поставили перед собой цель учить крымско-татарский язык, я больше чем уверена, что проблем у вас бы не было. Другое дело, что это должно быть не отдельная инициатива отдельных персон, а вот именно такая специализированная работа. По издательству, вот вы второй раз уже спрашиваете, я вас уверяю, никаких вопросов нет, никаких проблем нет. У нас связь с педагогами из Крыма, у нас очень хорошие наработки, база. Есть различные методики по преподаванию крымско-татарского языка. В Крыму функционируют кружки, где детям, опять-таки, вот в воскресной форме, в такой ненавязчивой форме крымско-татарский язык преподают. Есть опыт преподавания крымско-татарского языка в общеобразовательных школах, в университетах. Это все можно применить здесь, раз уж мы здесь вынужденно находимся. Единственное, что это должна быть целенаправленная комплексная робота. Що хотіла би зупинитися дещо більш детальніше саме на моменті того, що наразі відбувається на півострові в окупованому Криму, тому що ми прекрасно знаємо, що окупант усіма силами намагається це придушити, в тому числі і кримсько-татарську мову. Хоча з одного боку це офіційно не заборонено, знову ж таки зберігаються і навчання в школах, можливість факультативного навчання, наскільки я розумію, але тим не менш все ж таки блокуються всіма способами, закриваються класи кримсько-татарські, тому що нібито недостатньо дітей. В цій темі абсолютно добре орієнтуються, звісно, там кримчани, які нас дивляться, але материкова Україна насправді не надто поінформована, тому от я прошу вас розповісти про ситуацію. Да, действительно, язык
языковой вопрос стал одним из актуальных вопросов и, скажем так, политических вопросов. Дело в том, что сразу после оккупации Крыма крымско-татарскому языку придали статус государственного наравне с украинским и русским языком. Но я вас уверяю, что больше, чем таблички на Государственном совете, так называемом, сейчас они его назвали Государственным советом Республики Крым, дело дальше не пошло. Да, они не закрыли университеты, то есть было два, скажем так, научно-исследовательских центра на территории Крыма. Это Крымский инженерно-педагогический университет и Восточный факультет в Таврическом национальном университете, который сейчас называется Крымским федеральным. Да, они не закрыли, вот, но ситуация в практике выглядит ужасающе. То есть фактического функционирования языка и возможности применения его на практике абсолютно нет. Как это прослеживается? Во-первых, это прослеживается в той реальности, которая в Крыму присутствует. Вы знаете, что там многочисленные уголовные дела, административные дела. В первое время там были дела направлены, и они сейчас продолжаются, на преследование членов Меджлиса. И вот сколько мы знаем прецедентов ходатайства наших активистов, крымских татар в судах, в нынешних незаконных российских судах о рассмотрении дела на крымско-татарском языке, эти ходатайства ни разу приняты не были, откладывались, и суд проходил на русском языке. Кроме того, есть несколько прецедентов и уголовных дел, которые основаны на вообще неправильном понимании крымско-татарского языка и вообще на неверном его истолковании. Один из ярких примеров – это дело Ильми Умерова. Он говорил на крымско-татарском языке, а те, которые его судили, вообще занимались его делом, они не специалисты по крымско-татарскому, они вообще его не знают. Следователь приехал из Ростова, и когда все говорили о том, что там нет того, что он нашел для этого уголовного дела, это никак в суде принято не было. Кроме того, ситуация в сфере образования тоже очень удручающая. По нашей информации, крымско-татарские классы на территории полуострова, первые классы, не открываются. То есть, если брать статистику по ситуации до оккупации и после оккупации, ситуация сводится на нет. Не дают открывать крымско-татарские классы. Здесь нужно рассматривать вопрос в каждой отдельной школе, потому что в каждой отдельной школе своя ситуация. Где-то родители запугивают, где-то отговаривают, где-то говорят о том, что якобы нет учебников и нету базы необходимой. Но если вы возьмете статистику открытия крымско-татарских классов до оккупации и нынешнюю, вы увидите, как она идет по нисходящей. И это, к сожалению, реальность. Поэтому заявление о том, что крымско-татарский язык в Крыму живет, развивается, это не больше, чем политические. Також ще запитання, хочеться дещо відійти там від, знову ж таки, політики і перейти більше до побуту. Це той момент, який я постійно наголошую на ефірах, особливо коли маю в гостях там культурних діячів кримських татар. Я постійно задаюся запитанням, чому люди мого віку не говорять між собою кримсько-татарською мовою, навіть, знаючи її, знаючи, що я кримський татарин, ти кримський татарин, між собою все одно так чи інакше говорять російською мовою, навіть не українською. Тобто ми всі прекрасно розуміємо, що це є надбання Радянського Союзу. І навіть те, що вони знають кримсько-татарську, вони можуть її розуміти, це більше плюс їхнім дідусям і бабусям, які говорили виключно кримсько-татарською, діти її чули і, відповідно, так запам'ятовували. Потім навчання і так далі, така глобалізація, і от ми маємо. Тобто, що потрібно для цього робити і чому це, власне, відбувається? Або не знаю, або ви не такої думки, як я. Ну вот видите, очень интересный у вас вопрос. Вы как человек, который погрузился в крымско-татарскую среду, да, и начали работать с крымскими татарами, уже заметили эту особенность. Да, действительно это есть. Да, действительно это проблема, и об этом постоянно мы говорим. То есть не все в этом вопросе можно переложить или объяснить действиями государства или сложившейся ситуации. Есть еще момент ответственности человека и его взаимоотношения в семье, с друзьями, со знакомыми. Да, действительно, возникает вопрос, почему хотя бы в семьях мы не говорим на крымско-татарском языке. Но я вам хочу сказать, что здесь, конечно, вопрос сознательности самой семьи, родителей, которые воспитывают своих детей. И я знаю многих крымских
крымских татар, которые поставили этот вопрос принципиально и разговаривают только на крымско-татарском языке. Я знаю многих представителей молодежи крымско-татарской, которые делают все для того, чтобы язык развивать и сохранять. Я всегда говорила о том, что вот сохранение языка, понимаете, вопрос, что нам делать с родным языком и как его развивать, он постоянно задавался в Крыму, на телемарафонах, на мероприятиях, на специализированных каких-то собраниях, конференциях. И, на мой взгляд, здесь две составляющие. Вот комплексная работа на высоком уровне, да, на государственном, на общественном, и плюс еще личностный момент и личностная ответственность. И вот от этого никто пусть не уходит. То есть здесь просто нужно браться и разговаривать на крымско-татарском языке. В моей семье мы говорим на крымско-татарском языке. У нас несколько другая ситуация. У нас папа из Турции, он не знает русского языка и не разговаривает принципиально. Мы говорим на турецком или на крымско-татарском. Вот наш ребенок разговаривает на крымско-татарском языке. И я знаю такие семьи, которые полностью в быту используют крымско-татарский язык. Я думаю, что это должно быть массовый, и язык тогда будет жить. Знаєте, от дуже цікавий цей момент саме стосовно побуту і того, що говорять у родині в побутовому повсякденному житті кримсько-татарської мови, тому що там особисто я, спостерігаючи за цим всім, постійно задаюся запитання: ну добре, ну нехай ви там не розмовляєте, але ж це потрібно робити. І всі кажуть, так, звісно, ну це потрібно популяризувати. І кінець кінцем, потім вже після ефіру, коли виходять, закидають мені: ой, ну щось так, ну а чому в таких барвах, ну геть темних кольорах ти все це описала, нібито мова просто помирає. Так от я скажу, що ні, безумовно це не так, і я завжди намагаюся привести приклад української мови, тому що вкотре повторюю, що я прекрасно пам'ятаю той період, коли в Києві українську мову було майже не чути. От її просто майже не було. Російська мова, ну і зараз, в принципі, так зберігається, просто набагато більше людей, які принципово починають говорити українською мовою, не було книжок сучасної української літератури, її просто не було. Це було якісь видавництво, декілька книжок, ну це були одиниці реально. Зараз, коли ти заходиш до книжкового магазину, ти вже, ти навіть не знаєш деяких з авторів, ти починаєш цікавити: ой, і це новий, і це новий. Тому я хочу таким чином і кримським татарам, власне, передати оцей, не знаю, промінчик надії, що все можливо. І я впевнена, що питання все ж таки навіть не в кількості, як багато людей говорять цією мовою, тому що ми прекрасно розуміємо, що українців там за чисельністю більше, ніж кримських татар. Це є дійсно якийсь, я не знаю, зробити з цього або певний такий, не флешмоб, а зробити це модним, зробити це популярним, принаймні з кримських татар, що це модно говорити кримсько-татарською мовою. А вот этот момент, он тоже в Крыму присутствовал. И самое важное, что модным в какой-то определенный период, я имею в виду вот такие вот годы до оккупации, это, наверное, были 10-е, 13-е годы, крымско-татарский язык стал модным. Вы знаете, как ни странно, это стало с развитием наших средств массовой информации. Появился телеканал АТР, появилось радио Мейдан. Радио Мейдан особенно очень было популярно в 2006 году, оно открылось. Вот. Были другие средства массовой информации, газеты, работало наше информационное агентство. Кроме того, выросло поколение, вот оно уже выросло в Крыму, оно уже не знала, что такое депортация, знала, что такое Родина. И вот в какой-то определенный момент мы действительно стали чувствовать, что крымско-татарским языком говорить нужно, говорить престижно. Мы видели, что молодежь, амбициозные такие ребята, которые хотят как-то реализоваться, что-то сделать в этой жизни, добиться, понимают, что нужно говорить на крымско-татарском языке. Очень массовыми стали мероприятия, где обязательным элементом участия в этом мероприятии являлся какой-то фрагмент или элемент национальной одежды, фес или какие-то другие элементы. Это вот я вам описываю ситуацию. Но в целом, понимаете, язык очень живой организм. Его насильно навязать нельзя. Вот оно будет естественно идти, и тогда оно будет развиваться. Посмотрите, как дети учат язык легко. Вот он так должен легко расти. Крымские татары, если
создать условия, если будут созданы условия, если в конце концов просто людям дадут возможность работать, они этот пробел восполнят. За 23 года у нас вышло такое количество книг, было написано огромное количество трудов, защищены диссертации. То есть мы восстановим свой язык. Главное, чтобы условия этому соответствовали. Я вас зрозуміла. Чох Сагулнас, дуже вам дякую за ваші відповіді, за цікаву розмову. Матимемо надію, що дійсно все так і буде живо і природньо все розвиватися. Я нагадаю точніше розкажу нашим глядачам про те, що сьогодні з 15-ї години в ефірі телеканалу АТR дивіться спеціалізовані ефіри, присвячені кримсько-татарській мові з Гульсум Халіловою, Мавілі Мухтаровою та Ільмаз Асан. Не пропустіть, це буде справді цікаво. Зараз ми візьмемо невеличку перерву, після чого Софія Абляєва розповідатиме про останні новини в інформаційному випуску «Заман». А ми повернемося і будемо говорити про головне та цікаве. Тож не перемикайтеся.